Sparkline– инструмент быстрого анализа, который позволяет нам сделать визуализацию с помощью миниатюрных графиков, которые помещаются внутри какой-либо одной ячейки и позволяют нам отследить некоторые общие закономерности. Скорее, детально отследить по ним что-то будет сложно, но в целом закономерность будет нам сразу же мгновенно видна. Как настраиваются Sparkline? Выделяем в нашей исходной таблице цифровые данные. В правом нижнем углу по появившейся кнопке «Быстрый анализ» кликаем. В появившемся окошке кликаем Sparkline и выбираем тот вариант Sparkline, который нам подходит. Как только мы на него наводим, нам показывают предпросмотр этого варианта. Третий вариант на наших данных не очень хорошо выглядит, все столбики похожи между собой, но вот первые два варианта более-менее подходят. Давайте выберем первый вариант график, и мы видим, что Sparkline у нас добавились правее от данных нашей таблицы. Соответственно, в каждой из ячеек представлены данные в отношении той же самой строки с данными, в которой находится наш миниатюрный график, наш Sparkline. Кроме того, у нас появилась дополнительная вкладка Sparkline. Мы сразу же попадаем на нее после создания Sparkline. Что здесь у нас есть, что мы можем настроить? В группе Sparkline у нас есть кнопка «Изменить данные». И здесь у нас есть подпункты «Изменить данные» и расположение группы. Здесь мы можем выбрать, где у нас располагается диапазон исходных данных, наша таблица, и куда должен быть расположен итоговый Sparkline, в каком диапазоне ячеек. То есть по умолчанию он подставился у нас правее, но мы можем его перенести в те ячейки, в которых он нам будет более удобен. В группе «Тип» мы можем поменять внешний вид нашего Sparkline, если вдруг выбрали не тот, который нам подходит. Я все-таки вернусь к графику, мне кажется, на таких данных он наиболее адекватно представляет информацию. В группе «Показать» у нас есть несколько галочек, которые мы можем использовать для того, чтобы отобразить на нашем Sparkline дополнительные точки. Какие это могут быть точки? Это могут быть максимум и минимум. И вот они, точки, сразу же появились у нас на наших Sparkline. Мы можем отобразить отрицательные точки, если они у нас есть. Наша таблица их не предполагает. Мы можем отразить первую и последнюю точки, то есть начало и конец нашего Sparkline. Ну и можем добавить маркеры. Маркеры — это те места, в которых у нас происходит на Sparkline смена направления его движения. В группе «Стиль» мы можем выбрать внешний вид нашего Sparkline, то, как он должен выглядеть, включая точки, которые мы только что настраивали. И здесь же можно настроить отдельно цвет как Sparkline, так и маркера. В самом конце находится группа, которая называется «Группа». И в этой группе есть кнопка «Очистить», при нажатии на которую при нажатии на выпадающий список, около которой у нас есть два пункта. Очистить выбранные Sparkline и очистить выбранные группы Sparkline, которые нам позволяют, соответственно, избавиться от тех или иных Sparkline, если они нам больше не нужны. Давайте посмотрим, как это работает. Очистить выбранные Sparkline удалила ту ячейку, которая была у нас выделена. Давайте отменим, чтобы вернуть назад все Sparkline. И кнопка вторая команда «Очистить выбранные группы Sparkline» удалит вообще все Sparkline из нашей таблицы сразу.